эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Жители Якутии поддержали изменения в Конституцию России. 45 новых случаев COVID-19 в Якутии. В регионе сняты ряд ограничительных мер, но продолжает действовать режим повышенной готовности. Увлекательное путешествие по красивейшим местам Якутии. Наша съемочная группа проехала по рекам Южной Якутии и уже готовит новый фильм. Жители Якутии поддержали изменения в Конституцию России. По данным Центра избиркома Якутии, за поправки проголосовали 58,34% якутян, против 40,65%. В республике самую активную явку показали жители Оленёкского, Анабарского и Верхневилюйского районов. Явка по республике составила 55,56%. Жалоб не поступало. По словам председателя ЦИК Якутии Алексея Ефимова, голосование прошло максимально легитимно и достоверно. Алданские избиратели также поддержали поправки в Конституцию России. За изменения проголосовали почти 57% электората. Подробности у Руслана Павлова. За или против поправок в основной закон страны. Итоги референдума ждали все, потому что на этот раз все было по-иному. Выборы растянулись на неделю, в двух регионах голосовали в электронном формате, на производственных предприятиях участки развернули прямо в промышленных зонах. Перечисленному процессу предшествовала жесткая полемика. Изменения в Конституцию не оставили равнодушным никого. Огульная критика поправок в эту Конституцию, которая сейчас идет, я бы даже сказал, оголтелая критика на последних днях, она направлена на то, чтобы ослабить Россию, чтобы не допустить, чтобы у руководства нашей страной оставался сильный лидер, который на сегодня является несомненным лидером среди руководителей государств всего мира. Недельный люфт для высказывания гражданской позиции оказался очень удобным. Однако 1 июля, основной день голосования, подводил итог. В зоне особого внимания была явка. Для промышленных районов психологическим барьером всегда была цифра явки электората за 40%. В Алданском районе он был пройден после подсчета на 15 часов местного времени. Конечно, напряженная работа, да, в течение недели, но результат, конечно, всегда хотелось лучше, но качеством доволен. Проголосовавшим, конечно, 38-45% для города Алдана это недостаточно. Еще раз склоняюсь к тому, что территориальной избирательной комиссии надо списки проверять, потому что не голосуют целыми семьями, целыми улицами, да. В общем, картина наблюдается. 61% за поправки в Конституцию по Алдану, городу, нормальный результат. В целом по району участки для голосования посетили 44,7% электората. Из этого числа за изменения в Конституцию Российской Федерации высказались почти 57% избирателей, против 41,7%. Нарушений не зарегистрировано. Нарушений вот в данный час, на сегодняшний день, нарушений не выявлено на избирательных участках. Как показал референдум, большинство населения за поправки в основной закон и ратуют за социально-экономический рост, благосостояние и укрепление мощи государства российского. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Якутии за минувшие сутки. География следующая. 36 инфицированных в Якутске, 3 в Мирнинском районе, по 2 случая в Алданском, Амгинском, Чурапчинском и Верхоянском районах. И 1 случай зарегистрирован в Вилюйском районе. Справиться с болезнью за прошедшие сутки смогли 105 человек. Всего на 2 июля в Якутии зарегистрировано 4315 случаев COVID-19. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, а в местах массового скопления людей необходимо соблюдать масочный режим. Государственным муниципальным учреждениям рекомендовано оставить как можно больше, непосредственно работников на удаленной работе и создать условия для того, чтобы не нарушать социальную дистанцию. Соответствующие рекомендации Минтруда будут определены.
Что касается непосредственно работы и открытия торговых центров, то, соответственно, открытие торговых центров и мест общего пользования должно как осуществиться как со стороны владельцев центров, соблюдения всех санитарных норм и, соответственно, социальных дистанций, так и со стороны граждан, которые, безусловно, захотят прогуляться в настоящий момент в этих центрах. Что касается открытия межулусных перевозок на территории Республики Саха-Якутия, очень строго я прошу всех граждан, которые будут и пользоваться этими перевозками, и тех, кто непосредственно будет осуществлять перевозки, соблюдать правила Роспотребнадзора, связанные в том числе и с социальным дистанцированием. Предприятия общественного питания с сегодняшнего дня возобновляют свою работу, но только в формате уличных кафе с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Те предприятия, которые не имеют летние кафе и дворики, будут работать только на вынос и доставку. Об этом сегодня сообщили в Министерстве предпринимательства региона. Также в ведомстве отметили, что будут действовать ограничения по времени работы. Напомню, с сегодняшнего дня открываются торговые центры и пляжи. С сегодняшнего дня возобновляет свою деятельность ряд организаций индивидуальных предпринимателей, работающих в таких сферах, как общественное питание, доставка и на вынос продукции может осуществляться. Кроме того, начинают свою деятельность летние кафе и летние веранды при стационарных объектах общественного питания. По времени общепиты у нас могут работать с 8 часов максимум до 0 часов дня по местному времени. Но здесь это общее ограничение, соответственно, предприниматели могут выбрать в рамках данных временных ограничений работу своих заведений. 207 природных пожаров действуют на территории Якутии. Площадь активного горения более 2000 гектаров. За сутки возник 31 пожар и 22 ликвидировано. Сложная ситуация сохраняется на территории Абыйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Среднеколымского, Тампонского, Усть-Майского и Эвено-Бытантайского районов. На тушение лесных пожаров привлекались 969 человек и 93 единицы техники. Еще около 200 планируют привлечь из Федерального резерва Рослесхоза. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 522 природных пожара. За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 1069 природных пожаров. В рамках межведомственного маневрирования сил и средств для тушения природных пожаров на территории Республики Саха-Якутия спланировано увеличение группировки на 195 человек из Федерального резерва Рослесхоза. Также за сутки количество пожаров увеличилось на 9 очагов. Площадь пожаров уменьшилась более чем на 26 тысяч гектар. Краснокнижного осетра выращивают на Чернышевском рыбзаводе. Работа не из легких, тем более, что предприятие осетровыми занимается всего пару лет. Руководство рыбзавода мечтает заняться производством съедобной черной икры. Кристина Каширина с подробностями. Словно в хрустальном бокале искрятся пузырьки шампанского. К нему бы еще черной икры. Хотя подождите, это же она и есть. Попасть на фуршет в качестве деликатеса этим икринкам, правда, не суждено. На рыбзаводе из них вырастят осетров. Емкость, в которой происходит самый важный этап в жизни рыбы, называется аппарат Вейса. Вот в таких стеклянных сосудах икра находится в среднем 4 суток. Все это время личинка как бы пытается покинуть оболочку, родиться на свет. При этом в аппарат постоянно поступает кислород, чтобы икра передвигалась. В противном случае она просто испортится. Без потерь, конечно, не обходится. Естественный процесс, выживают сильнейшие. Потоком воды из аппарата Вейса головастиков переносят большие ванны. Рыбоводы тщательно следят за поведением малышей. Сначала они свечкой плавают вверх и вниз, после роем ложатся на дно. Когда снова всплывают и разделяются, специалисты понимают, ребята созрели. У них очень большой желточный мешок, если вы снимали, видели, за счет которого в первые дни он питается. Как только желточный мешочек рассосется, значит, личинка будет готова принимать пищу извне. Если у сиговых, допустим, полгода идет инкубация икры, то у осетров идет всего 5 дней. Ну, то есть тут как бы, естественно, это же краснокнижный вид, мы стараемся более тщательно, более нежно к ним подходить.
Выращивать краснокнижных непросто, тем более, что Чернышевский рыбзавод занялся разведением осетров всего пару лет назад. Взрослые особи сибирской породы из якутских водоемов завозили партиями. От маточного стада самцов и самок производителей в этом году получили больше 3 килограммов икры. Результат довольно хороший. Хотелось бы больше, но больше пока размеры маточного стада, которые сейчас имеются, не позволяют этого сделать. Сейчас маточное стадо составляет 25 штук, то, что зарегистрировано. И в этом году было доставлено еще дополнительно 44. Поэтому в будущем объемы будут увеличены. В будущем руководство рыбзавода планирует заняться производством съедобной черной икры. Но, говорят, перспектива эта очень долгосрочная. Из ближайших планов осенью выпустить подросшую молоть в реки. Поймать осетра смогут рыбаки с любительской квотой. Кристина Каширина, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Сегодня в Якутии отмечают День реки Лены. Он был учрежден в 2013 году для того, чтобы привлечь внимание населения к сохранению уникальных природных объектов реки. Лена – самая крупная из российских рек, чей бассейн целиком лежит в пределах страны. Также это крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты. Сегодня в некоторых районах республики пройдет экологическая акция «Вода России» по очистке прибрежной полосы реки Лены. Минэкологии Якутии предлагает пройти онлайн-викторину «Великая река Лена» и узнать много интересных фактов о главной реке Якутии. А Национальная библиотека республики представила коллекцию электронной библиотеки, в которой представлены книги, раскрывающие древние тайны Великой реки, материалы экспедиций XIX века. Вы узнаете о растительном и животном мире дельты Лены, главном украшении ее берегов – ленских столбов. Увлекательное путешествие по красивейшим местам Якутии наша съемочная группа проехала по рекам Южной Якутии и уже готовит новый фильм, который будет показан на нашем телеканале. Подробности у Екатерины Павловой. Вот уже 4-й год подряд с наступлением лета Сергей Козюра с группой единомышленников и друзей отправляется в поход с целью изучения родного края, фото- и видеосъемки и, как он сам любит говорить, туризм с оттенком экстрима. С другом Дмитрием Болотковым ребята запустили проект «Хранители легенд», в рамках которого уже вышло 2 фильма «Шепот Алдана» и «Эхо Станового хребта», ставшие победителями Дальневосточного и Московского кинофестивалей. И вот теперь новая работа «Тайна о Медичи». Вольный ветер одинокому страннику. На связи. Сейчас впереди Шевера начинается, за ней, похоже, порог. Держись с правого берега. Увидишь обливник, проходи его слева, там бочка. Понял. Командой из 7 человек ребята прошли реку Амедичи, посетили заброшенный поселок Суон-Тит, обследовали старую штольню по добыче хрусталя и отправились на поиски бутылочной скалы. Одна эмоция, кажется, что она уже зашкаливает, а потом оказывается, что наступает новый момент, и он такой же восхитительный, и ты опять захлебываешься от восторга. Это не передать словами, это очень здорово. С самого начала было очень много животных. Увидел животных, которых в жизни еще в дикой природе никогда не видел. Это было очень интересно. Река очень динамичная, река очень разная. То есть были дни, когда мы проходили только плесы, а были дни, когда целый день у нас были пороги, шеверы, перекаты. По отснятому материалу уже готовится фильм, который будет транслироваться на нашем канале. Новый сезон на Якутия-24 начнется с приключений. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь на нашем телеканале.